Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Студенты Северо-Восточного федерального университета, пожалуй, самая активная часть молодежи региона. Одновременно с обучением молодые люди приобщаются к полезной общественной деятельности. В главном вузе региона активно развивается студенческое самоуправление. Координирует всю общественную жизнь университета студенческий координационный совет. Гость студии сегодня – председатель совета Степан Слепцов. Здравствуйте. Степан, здравствуйте. Какие объединения общественной организации действуют в университете? В нашем университете действует 11 общественных студенческих организаций. Это студенческое научное общество, Объединенный студенческий совет общежитий, который действует внутри нашего студгородка, добровольная народная дружина, штаб студенческих отрядов, Центр гражданско-патриотического воспитания «Отчизна», добровольческий центр «Полюс добра», также наши иностранные студенты НИФУ International и, конечно же, наша профсоюзная организация студентов. А чем занимается гражданско-патриотический клуб «Отчизна»? Целью данной организации, конечно же, является создание условий, чтобы для подрастающего поколения поднять нравственно-духовный и гражданский патриотический дух. Как развивается студенческое самоуправление? Что это дает студентам? Развивается студенческое самоуправление очень быстро. Каждым годом число активистов и число общественных объединений все увеличивается и увеличивается. И, конечно же, студентам это дает массу возможностей, но самое главное, это дает то, что настоящие дружеские отношения. И, конечно же, есть очень много масс, чтобы выйти, получать благодарственные письма и так далее, развивать себя как личность. А как студенты реагируют на события, происходящие на Украине? Студенты, в целом молодежь, все по-разному реагируют, но, конечно же, мы все поддерживаем нашего президента, нашу военную армию. Мы всячески поддерживаем, участвуем во всех акциях, и митингах, поддерживаем нашу страну. А на ваш взгляд, какова роль и ответственность лидеров общественных объединений? Лидеры общественного объединения, они носят для себя большую ответственность. Они ответственны перед своими, конечно же, активистами, в первую очередь. И они несут такую огромную роль, так как за ними идут порядка более 500, от 50 до 300-400 человек. Они являются главным связующим звеном в общественной организации. А можете рассказать поподробнее, как студенты в каких акциях принимают участие активное? С начала этой спецоперации мы участвовали в порядке уже более 5 митингах в поддержку нашего президента. Сами создаем акции, делаем букву В и З, конечно, за который нам говорил Путин, что мы должны поддерживать наших военнослужащих. И, конечно же, наши студенты отправляются же не в самые горячие точки, отправляются помочь беженцам из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Они сейчас, сегодня вылетели 6 наших студентов быть волонтерами в город Мариуполь. И до этого молодая гвардия Единой России, 2 человека тоже были в Донецкой Народной Республике, чтобы помочь беженцам. Степан, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.